Жители Сосногорского района поздравляют Республику Коми с днем рождения. Главное мероприятие муниципалитета состоялось в минувшее воскресенье на городской площади имени Гагарина, где развернулось народное гуляние «Танцуй и пой, мой край родной». Замечательный праздник – День Республики Коми. Мы проводим накануне, 20 августа. Концерт у нас будет очень легкий, веселый, потому что он называется «Танцуй, моя родная республика, танцуй и пой». Первый блок у нас будет торжественный, естественно, посвященный Республике Коми. Далее пойдет эстрадный, веселый, хороший концерт. У нас замечательная группа «Лайм». Процветания и сохранения любви к своей малой родине горожанам пожелал глава городского поселения Сосногорск Андрей Зверев, который подчеркнул неразрывную связь Республики Коми и России. Мы отмечаем 102-ю годовщину государственности Республики Коми. За эти годы наша республика прошла долгий путь вместе с Россией, деля ее трудности и разделяя ее победы и успехи. Сегодня наша республика является мощным индустриальным центром на европейском северо-западе. Мы знаем, что наша республика богата многочисленными полезными ископаемыми, лесными ресурсами. Но главное богатство нашей республики – это ее граждане. Это многонациональный народ Республики Коми, который показывает всем пример совместной работы, который творит культуру многонационального народа. Жители Республики Коми всегда вносили вклад в развитие России и бесстрашно вставали на ее защиту. Сегодня наши земляки доказывают это делом. Одни участвуют в специальной военной операции, другие оказывают им поддержку. Благодарность за надежный тыл сосногорцам выразил боец, вернувшийся на побывку. Победа будет за нами. Я вам лично хочу сказать тоже за помощь. Советую ветеранам, что приезжаете, находите время, возможности, своим страхом и риском подъезжаете, помогаете. Это вообще большого стоит. Как нам помогает Республика Коми, нам никто так не помогает. Мы Питер отдеваем. Там вообще, честно говоря, вам большое спасибо, честно. Гостям праздника предложили разнообразную программу. От участия в различных играх до возможности украсить себя аквагримом и оценить произведения сосногорских мастеров прикладного творчества. Наши бабушки представляют вышивку национальную, также куклы национальных костюмов. Дети сделали своими руками оленей с национальными ягодами, морожка, черника и брусника. Сотрудники Сосногорской центральной районной больницы напомнили горожанам о важности следить за своим здоровьем и проходить диспансеризацию, предложив всем желающим пройти флюорографию. Флюорография очень нужна для людей, для диспансеризации. Во-первых, много туберкулеза бывает, злокачественных заболеваний. В первую очередь надо пройти флюорографию, и обязательно в наше время надо проходить диспансеризацию, так как это первый этап. Люди узнают, какие у них заболевания, чтобы улучшилось состояние, здоровье нации было хорошее. Главным подарком сосногорцам ко Дню Республики стало выступление сыктывкарской кавер-группы «Лайм». Традиционно сосногорцы отпраздновали День Республики и по-спортивному. На стадионе «Химик» была организована большая программа для всех сторонников здорового образа жизни. Традиционно День Республики мы, конечно же, отмечаем по-спортивному, проводим наши соревнования различные, которые уже из года в год мы некоторые сделали прям традиционными, а некоторые новые соревнования ввели всех любителей спорта. Мы, конечно же, поздравляем с Днем Республики, желаем здоровья, успехов. И наше здоровье всей нашей нации, конечно же, зависит от нашего здорового образа жизни. Горожане приняли участие в разнообразных состязаниях, рассчитанных на разные возраста и предпочтения. Например, впервые были проведены соревнования на прохождение полосы препятствий.
давай. Отжимания 10. Раз, два. Некоторые соревнования уже стали традиционными. Турнир по народному жиму проводился в Сосногорске в 4-й раз. Активное участие в нем приняли и люди с ограниченными возможностями здоровья. Очень приятно сегодня было присутствовать здесь. Мы пришли большой компанией сюда, клуб здоровья с каждым годом увеличивает посещение. Всех приглашаем, участвовали в народном жиме, заняли медали. Ребята очень довольны. Открываем для себя все новые горизонты. А для тех, кто пришел с детьми, были проведены гонки на самокатах и веселые старты. Спортивный праздник собрал самых разных людей, но объединяет их любовь к спорту и родной республике. Поучаствовал в жиме лежа, еще предстоит поучаствовать мне на полосе препятствий. Впечатление у меня хорошее, отличное, то что показываем хороший пример детям спортивный. Показываем хорошие результаты в жиме лежа, и сейчас вот мы будем показывать хорошие результаты в полосе препятствий. Отметим, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики Коми, продолжаются. Они пройдут по всему Сосногорскому району. Так, 22 августа в 14 часов состоится торжественная церемония обновления районной доски почета. Крупнейшими мероприятиями этой недели станут фестиваль единоборств «Сосногорск-Донбассу», который пройдет на стадионе «Химик» в субботу 26 августа, и национальный фестиваль Сосногорья, местом проведения которого в этом году станет деревня Пожня. Он состоится в воскресенье 27 августа. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. На прошедшей неделе завершилась инклюзивная смена детского оздоровительного лагеря при ДДТ. Смена для детей с ограниченными возможностями здоровья была открыта на базе учреждения впервые. Инклюзивные смены очень важны, так как дают возможность ребятам с УВЗ и инвалидностью общаться со сверстниками, легче социализироваться, раскрывать свои таланты и творческие способности. И для этого мы формируем открытую среду, которая обеспечивает доступность образовательных ресурсов для всех ребят. Участники ДОЛ на протяжении 3 недель активно проводили время, участвовали в различных мероприятиях. Смена была усилена работой психологической службы. За каждым отрядом закреплен свой психолог, который работает и отдельно с ребенком, и с группой, а также помогает в проведении общих мероприятий. За 3 недели лагеря дети научились взаимодействовать друг с другом. Несмотря на то, что дети с особенностями, ребята научились их понимать, контактировать с ними, общаться. И те, кто был в паре, например, с такими детьми, брали за них ответственность, отвечали за них, помогали им в играх, в выполнении каких-либо работ. Если гуляли на площадке, то вместе играли там на одном каком-то аттракционе. В общем, дружба, гуманность – это то, что помогает развить нынешняя смена. Создание инклюзивной смены стало возможно благодаря гранту Министерства просвещения. Ведутся работы по установке необходимого оборудования для маломобильного населения, а для образовательного процесса было закуплено современное материально-техническое оснащение, установлен мобильный планетарий, начал свою работу кабинет робототехники, медиацентр, открыта сенсорная комната. Развивающие занятия разработаны с учетом всех современных тенденций, а в новом учебном году откроется еще больше новых актуальных направлений, попробовать себя в которых может любой желающий. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Общественный центр «Сосногорск-Донбассу» готовит очередной груз для отправки в зону СВО. В сборе гуманитарной помощи принимают участие все неравнодушные жители не только нашего района, но и республики. 20 числа сентября мы собираемся опять ехать в Донбасс, в Донецк, отвозить ребятам то, что мы к этому времени подготовим. Сейчас на данный момент готовятся 3 автомобиля для доставки ребятам. Но вот хотел бы обратиться к нашим жителям, чтобы также, как обычно, не приносят, это продукты питания, это белье для наших ребят. Сейчас вот мы с ними созваниваемся, они просят мешки прочные, вот такие есть белые прочные мешки, которые они засыпают песком и обкладывают свои там
блиндажи. Помимо этого, ребятам необходимы лопаты, кирки, гвозди, бензопилы, средства личной гигиены, продукты долгого хранения, одежда и другие вещи первой необходимости. Стоит отметить, что в центр и пункты сбора гуманитарной помощи каждый день приходят люди разных поколений. Цель у всех одна – помочь нашим бойцам, находящимся в зоне СВО. Здравствуйте, мои дорогие ребята. Это вам пишет для вас бабушка Нина. Мне уже 90 лет. Я связала для вас уже 10 пар носков. Первую партию давно вывезли, а это из города Сосногорска, Коми Республики. Высылаем вам еще 3 пары. Я спряла сама и связала сама. Это бабушка Нина, человек с огромным сердцем и душой, который, несмотря на свой преклонный возраст, организует посильную помощь нашим солдатам. Мы сначала дали деньги, принесли по 1000 рублей. Я говорю, 1000 рублей, что такое сейчас 1000 рублей? Ну что они купят на 1000 рублей? А потом я говорю, у меня же есть шерсть. Я говорю, зачем мне столько шерсти? Давайте, я умею прясть, и машинка у меня, говорю, есть. Давайте я буду прясть. Нина Павловна изготавливает пряжу, из которой потом и вяжет носки для ребят. К бойцам баба Нина относится с особым трепетом и уважением, ведь именно они стоят на защите нашей Родины. Сама Нина Павловна – ребенок Великой Отечественной войны. Она со слезами на глазах вспоминает это страшное время и верит в то, что наши защитники не допустят проникновения неонацизма на нашу Родину. Мы пережили, говорю, нашу-то войну. Я говорю, как было плохо, это вообще, я даже говорить не могу. Есть нечего было. Крапивы не хватало нам. Крапивы. И вот понимаете, не то, что там картошки. А мама получала с его 100 рублей зарплату, она работала в школе. А картошка стоила 90 рублей ведро. И мы это, вот она мне, я принесу, она мне говорит, Нина, подели на месяц. Она, если 31 день, мне не хватало картошки. Я говорю, как будем этот 31 день жить? Как-нибудь проживем. Трогательное письмо Нина Павловна заботливо складывает в посылку. Она, как никто другой, знает, насколько важна поддержка для наших защитников. Посылку для отправки бабушка передает в Дом детского творчества. Хочется выразить благодарность Нине Павловне. Мы видим, с какой огромной любовью, заботой и глубочайшим уважением к нашим бойцам она занимается вязанием, создает теплые вещи своими руками. И, конечно, это очень трогательно и очень важно в наше время. У нас сформирована и в ближайшее время будет передана к отправке новая партия гуманитарной помощи в Сосногорский общественный центр поддержки добровольцев и призванных по мобилизации. Принести гуманитарную помощь может любой желающий с 8 утра до 8 вечера на вахту учреждения. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.